художественный образ, а самый настоящий исторический факт. По мнению многих историков, события, описанные в этом труде, происходят именно на территории современной России. Открываем Махабхарату. Одним из 7 священных городов древних ариев она называет город Варанаси. Это был город учености. По Махабхарате он был основан более чем 12 300 лет назад и располагался на реке Варане, что означает «лесной слон». Можно предположить, что это Мамонт. Неужели это про Воронеж? Никто не знает действительной даты его основания. Тут на помощь приходят старинные карты. Оказывается, до 18 века река Воронеж называлась Великой Вороной. Много и других удивительных совпадений. Кришна – это древнеарийский Крышень, а Арджун изначально Ерон, Ярила – солнцеподобный. Мы постоянно встречаем мотив о неких белых богах, о неких просветителях, родина которых, указывается, которые приходили либо с севера, либо с западных территорий, и они проходили на протяжении очень длительного, протяженного отрезка времени, и либо являлись сами верховными владыками, в том числе и Китая, и Шумерская империя, и Египетская, Египет, особенно вот Верхний Египет, или же были, по крайней мере, номинальными правителями этих территорий. Так значит, и оружие, о котором идет речь в Махабхарате, может быть правдой. И война действительно могла происходить в этих местах. Но что это была за страшная бойня? Какое неведомое оружие использовалось? И как эти события отразились в древних индийских текстах и даже в библейском апокалипсисе? Обо всем этом через минуту. Наша экспедиция все ближе и ближе к цели. Вот уже крепость Гяур-Кала. Мы видим крепкие толстые стены, возведенные будто специально, чтобы защищаться от нападения неведомых врагов. Стоит проанализировать принципы постройки. Есть ли хоть хотя бы какое-то сходство с легендарным Аркаимом? Аркаим – это один из культурных центров таких. Он фактически, Аркаим был город мастеров. Там есть, в общем-то, мы видим и культ солнечный, культ солнечного бога. В самом плане этого Аркаима в центре горел вечный огонь. Там же были и кузни, там же и была мастерские по изготовлению втулок, колес, колесниц. Переходы какие-то. Стены все толстые, все. Защита, крепость. Название Гяур-Кала переводится как «крепость неверных». Язычники-огнепоклонники жили здесь до самого начала исламской эпохи и в столкновениях с мусульманами укрывались в стенах крепости. Отсюда и ее название. Видно тоже крепость, она полностью из кирпича. Такие небольшие кирпичики, по размеру почти как современные. Называется саманный кирпич. Это когда глину перемешивают с травой, с соломой. Крепость поражает своими размерами. В своем первозданном виде она представляла собой прямоугольник 400 на 200 метров с высотой стен до 15 метров. По периметру стены сторожевые башни. Сейчас это оплывшие от времени столбы. Вокруг все еще остались развалины башен. Видно, что это башни